Альхамдулиллахи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Всем нам нужно знать, как вести себя со сплетниками, как относиться к ним, как вести себя в их обществе. Что требуется от нас? Во-первых, если приходит к тебе сплетник и рассказывает о чем-то, рассказывает о том, что говорили где-то, то ты не должен верить. Это первое. Не верь ему. Не верь ему, потому что этот человек, его задача переносить разговоры. Как он передает тебе сплетни, точно так же знай, непременно знай, что значит он сплетничает и о тебе. Если он принес тебе сплетню, значит и о тебе он тоже будет сплетничать и злословить. Этот наммам, сплетник, кто он? Он фасик. Он нечестивец. Аллах Субхану ва Тааля запретил нам принимать слова нечестивцев без четких, веских доводов. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Я юлазина аману ин джаакум фасикун бинабаин фатабайяну ан тусибу каум биджахала фатусбиху аля ма фаальтум надимин». О вы, которые веровали, если приходит к вам нечестивец, фатабайяну, тогда удостоверяйтесь. Обязательно удостоверьтесь, что это правильно, то, что он говорит. То есть не нужно принимать его слова на веру. Чтобы вам не поразить каких-то людей, то есть нанести какой-то ущерб людям по невежеству, а потом не испытать сожаления за то, что вы сделали. То есть ты услышишь, разгневаешься, пойдешь что-то натворишь, потом ты испытаешь сожаление, потому что ты поймешь, что эти слова не были правдой, поэтому не верь нам маму, не верь сплетнику. Второе, что ты должен делать. Второе, что ты должен делать, это увещевать этого человека. Приказывай ему одобряемое и удерживай его от порицаемого, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Лукман: «Ва'мур биль ма'руф ва нахи анил мункар», приказывай одобряемое и удерживай от порицаемого. Ты скажи ему: «О брат, то, что ты делаешь, это отвратительно и мерзко, это низко. Остерегайся говорить своим языком нечто, что может принести вред людям. Придерживай свой язык. Придерживай свой язык, потому что именно из-за плодов языка люди низвергаются в адский огонь на свои лица или на свои ноздри, как сказано в одной из версий хадиса. Из-за плодов языка, поэтому придерживай свой язык, и пусть тебе будет достаточно твоего дома. Не ходи туда и сюда, не разноси эти разговоры. Пусть тебе достаточно будет твоего дома. Занимайся своим домом, занимайся своей семьей, занимайся своими делами прежде всего и оплакивай свои грехи. Оплакивай свои грехи. Это нужно сказать этому человеку. Это наша обязанность, потому что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Дину насиха». Религия – это искренние отношения. Прояви свое искреннее отношение к этому человеку. Дальше. Что еще? Ты должен ненавидеть этого человека ради Аллаха за этот его грех. Да, ты любишь его за то, что он мусульманин, ты любишь его за то, что он верующий, но за этот грех ты ненавидишь его. Ненавидишь его не из-за личной вражды, не из-за личных отношений, а из-за того, что он совершает то, что ненавистно Всевышнему Аллаху. Далее, что еще? Когда пришел к тебе такой сплетник, твоей обязанностью является не думать плохо о том человеке, от которого он передает тебе разговор. Не думай о нем плохо. Удержись от этого, от плохих мыслей. Думай о нем хорошее. Потому что Аллах Субхану ва Тааля, Он запретил думать плохо о мусульманах, если на это нет веских оснований. Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Я юлазина аману иджтанибу касира мина ззан, инна ба'да ззанни исм». О вы, которые уверовали, остерегайтесь многих подозрений, многих плохих мыслей. Потому что некоторые плохие мысли, они есть исм, они есть грех. Что еще? Еще, когда тебе принес сплетник вот такие разговоры, ты не должен ни в коем случае начать после этого выслеживать. Следить за тем человеком, о котором он передал тебе какие-то разговоры. Разузнавать, разнюхивать, разведывать. Потому что это таджассус. Таджассус, то, что мы сказали, выслеживание. Шпионаж. Не занимайся этим, потому что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ля таджассусу», не выслеживайте. И еще. Ни в коем случае то, что ты от него услышал, не передавай другому. Не передавай другому, потому что в таком случае ты будешь как он. Ты будешь также наммам, будешь сплетник. Услышал, не передавай то, что он говорит. Итак,
подытоживая, скажем, что намам сплетник – это преступник, потому что он разлучает любящих людей, потому что он ходит между людьми, распространяя сплетни, остерегайся его. В отношениях с ним, во-первых, не верь ему, во-вторых, дай ему добрый совет, наставление, увещевай его. В-третьих, ненавидь его грех ради Аллаха Субхану ва Тааля. В-четвертых, хорошо думай о том человеке, от которого он передал тебе какие-то разговоры. В-пятых, ни в коем случае не займись выслеживанием. В-шестых, не передавай эти разговоры дальше, потому что ты тоже станешь тогда намамом, сплетником. Это, как мы сказали, отвратительный недуг. Это большое, это мерзкое преступление, и этим занимается кто? Кто занимается сплетнями? Сплетнями занимаются самые подлые, самые низкие, самые отвратительные, самые плохие люди. Это запрещено Кораном, Сунной, иджма мусульман. Иджма этой уммы, единодушное мнение уммы, что это харам. И это харам до судного дня, иля йоум аль-кияма. Аллах Субхану ва Тааля говорит в аятах, которые были ниспосланы в Мекке, из ранних аятов: «Валя тутай кулля халляфин махин, хаммазин машшаин минамин». Не подчиняйся, то есть не следуй каждому многоклянущемуся, презренному, издевающемуся машшаин бинамин, который распространяет сплетни. Пророк алейхиссалату вассалям сказал: не войдет в рай каттат, то есть сплетник, который распространяет сплетни. Пророк алейхиссалату вассалям, когда проходил мимо двух могил, сказал: эти люди в этих могилах мучаются, подвергаются мучениям, и не из-за большого греха, как им казалось, небольшой грех. Ну и что, ходил сплетник, говорил, ну и что, услышал здесь, рассказал там, в чем проблема? Они мучаются, но не из-за больших грехов. Один мучается, потому что он не остерегался мочи, то есть моча попадала на одежду, попадала на тело. Он не мыл наджасу, не остерегался наджаса, из-за этого, соответственно, было недействительно его состояние чистоты, соответственно, были недействительными его намазы. Поэтому, конечно, это большой грех. Они думали, это не страшно, моча попадает. Ну и что? На самом деле это страшно. А второй, говорит пророк алейхиссалату вассалям, факана ямши бин намима. А этот второй распространял сплетни. Он распространял сплетни, и это стало мучением в могиле. Поэтому вот человек, который занимается сплетнями. Мучения в могиле ждут тебя. Ты, который сеешь порчу на земле, нечестие на земле, тебя ждут страдания в могиле после смерти. Тебя ждет позор в судный день перед всеми людьми. На глазах у всех людей, у свидетелей тебя ждет позор. Аллах очернит твое лицо. Ты встанешь перед Создателем небес и земли. И Аллах Субхану ва Тааля скажет тебе: афасадта бейнан нас. Ты, который раскалывал людей, ты, который сеял порчу на земле, ты, который разлучал любящих друг друга людей. Сколько женщин расстались со своими мужьями из-за намам, из-за сплетников. Сколько людей были убиты из-за сплетников. Сколько людей попали в тюрьму из-за таких вот сплетников. Сколько страданий вообще испытывает человечество, общество от подобного рода людей. Имам аз-Захаби приводит историю, которая, наверное, известна многим из вас. Но не лишне будет вспомнить эту историю о том, что однажды некий человек продавал раба, слугу, на рынке и зазывал покупателей. И он говорил: нет у этого раба никакого недостатка, нет у него недостатков, хороший раб. То есть он и работящий, и все, что нужно, есть у него. Только один недостаток есть у него – сплетник. Сплетник. И один человек, услышав это, сказал: почему мне не купить этого раба, если у него только один этот недостаток? То есть ему показался этот недостаток небольшим, не страшным, и он купил его. И этот раб оказался у него дома. В его доме жил какое-то время. А потом он стал пускать свои ядовитые стрелы. Он подошел к жене этого человека и сказал: госпожа, мой господин, твой муж хочет жениться еще раз, взять вторую жену помимо тебя. Или хочет взять наложницу, потому что он тебя не любит. Ты ему надоела. А я хочу, чтобы этого не было, чтобы он испытал к тебе жалость, чтобы он склонился к тебе, чтобы он не женился второй раз, чтобы он отказался от этих своих намерений. Поэтому я советую тебе,
Я советую тебе, подойди к нему, когда он будет спать. Возьми бритву и отрежь несколько волосков из-под его бороды, тут внизу, у горла, отрежь несколько волосков у него. Потому что я знаю колдуна, который поможет мне сделать так, что этот муж склонится к тебе. То есть склоняет ее, помимо того, что она плохо думает о муже, еще склоняет к чему? Тому, что хочет поссорить их, еще склоняет к колдовству. Из мерзких грехов, из самых страшных грехов. Эта женщина послушала его слова, потом сказала: да, наверное, это так. Наверное, я приму совет этого раба, этого слуги. Я сделаю так. Затем он пошел к мужу этой женщины и сказал: о, господин мой, госпожа моя, жена твоя, она полюбила какого-то другого человека, у нее есть любовник, друг. Ее сердце склонилось к нему, и она хочет избавиться от тебя. Она хочет взять какую-то вещь, какой-то предмет острый и зарезать тебя сегодня ночью. Поэтому я советую тебе сегодня притвориться спящим. И когда она придет, когда она подойдет к тебе, ты убедишься сам, когда она подойдет к тебе с тем, чтобы тебя зарезать. Этот человек услышал слова раба и решил последовать его совету. И вот ночью он сделал вид, что спит. Его жена подошла с бритвой, склонилась к нему, чтобы отрезать волоски. Он же про себя подумал: да, раб был прав. То, что он сказал, это было верно. Она действительно хочет зарезать меня, хочет убить меня. И когда эта женщина уже склонилась к нему, он схватил ее, отобрал у нее бритву и зарезал ее. Зарезал ее бритвой свою жену. Затем пришли родственники этой женщины, увидели свою сестру, свою родственницу убитой, зарезанной, и убили этого человека, убили ее мужа. И затем завязалась вражда между семьями, а потом между племенами началась война. Вот это горькие плоды сплетен. Поэтому пусть каждый из нас, услышав все эти аяты и хадисы, услышав эту хутбу, подумает, к чему может привести слова, которые он передает. Слова, которые он услышал где-то, а потом рассказал в другом месте. Пусть остерегается каждый сплетен и сплетников, пусть не верит им. Пусть сократит общение с ними, давая им наставления, давая им добрые советы. Пусть Аллах Субхану ва Тааля защитит нас всех от зла сплетен и от зла сплетников. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.